На прием граждан обращается Алик Хаутиев. У него ребенок с аутизмом. Просит помочь в приобретении аппарата физиотерапии, так как мальчику необходима аботерапия. Все подтверждающие документы у мужчины на руках. Их рассмотрели. Решением вопроса займется замминистра здравоохранения Хяди Угурчиева. Обозначьте сейчас день, когда он к вам придет. Давайте, Ирил Ждавухи. А какой день, когда он подойдет? Я вам сейчас номер своего телефона дам. И вы туда подойдите со всеми этими бумагами. Обращаются к председателю Народного собрания республики Ибик-Мурза Цичоев. Мужчина просит предоставить отдельное жилое помещение вне очереди в соответствии с законодательством своему 37-летнему сыну. Он инвалид с детства, страдает параноидальной шизофренией. На встрече отметили, что необходимо создать специальный фонд, который будет заниматься подобными вопросами. Мы на заседании парламента обсуждали этот вопрос, и рекомендации постановления есть, направили. По-моему, сейчас правительство этим занимается. Вот не могу я поменять. Но сегодня конкретно дала, вот видишь, ты столько, 15 тысяч человек научивается. Огромное количество. Метриге, ну, правильно, что ты сейчас именно эту проблему ты поднял. Эта проблема есть. Да, поэтому будем над этим работать, посмотрим, что за. Если было конкретное поручение главы, надо исполнять. Это есть. На прием граждан пришли порядка 10 человек. С просьбой оказать внимание спортивному развитию в столице региона обращается Азраил Костоев. Его сыну Исламу 17 лет. Он чемпион мира по греко-римской борьбе. Отец говорит, что затруднительно каждый день ездить на тренировки из Магаса в Троицкое. Если тренироваться на профессиональном уровне, надо 2 раза как минимум заниматься день утром и вечером. Расстояние очень напрягает, небезопасно, времени нету, по счету работы, отвлекаться, не отвлекаться, каких вопросов не возникает. В связи с чем я очень желал бы видеть закрытый ФОК в городе Магасе. Стадион, пробежки утренние, гимнастики. Чего не хватает сейчас стадиону? Стадион у нас ее построили, когда построили Магас, тогда и построили этот стадион. Сейчас нуждается в реконструкции. Прием граждан продлится до 10 декабря. Каждый день в рамках декады будут решать вопросы разного характера. Встречи с жителями приурочены ко дню образования партии «Единая Россия». Такой формат взаимодействия с населением способствует более открытой и конструктивной коммуникации между властями и гражданами, а также помогает выявить острые социальные проблемы и найти пути их решения. Амина Зязикова, Магомед Яндиев, Магас, 24.